минувшие выходные в банкетном зале «Арпад» прошел вечер памяти основательницы и руководителя народного ансамбля «Эбедиет», хормейстера, талантливого педагога Наджии Филимоновой. Ее жизнь трагически оборвалась в феврале прошлого года. Почтить память любимого наставника собрались ее ученики, их родители, общественные деятели, коллеги и родные. Бұл мерасим хатыра акшамымыз Наджия hocamızға bağışlана ve ana babaları adından, onun aile adından bu merasim teşkil oluna. Naджия hocamız çok yıllar devamında da Arzı Aveskar Birleşmesi'nin azası da olğan. Çok devamlılar merasimlerde iştirak etti. Onun balları, talebeleri öz yılları, yani vatan duygusu, Yırlağan yılların merasimlerini pek canlı al barıp, her vakit bizlerге yardım kol tutaydılar. Дети ее любили все, понимаете? Светлая ей память, нам ее очень не хватает. Это тот человек, который зажигал любого ребенка, и она горой стояла за своих детей. Наджия Филимонова родилась в 1957 году в Узбекистане, в городе Бекабад. Там окончила музыкальную школу, поступила в Бекабадское музыкальное училище, где под руководством Эдема Налбандова пела в хоре. Окончила Ташкентскую консерваторию. 11 лет она вела хор Бекабадского музучилища и ансамбль преподавателей. Наряду с творческой деятельностью Наджия ханым принимала активное участие и в национальном движении крымских татар. В 1987 году она вместе со своим народом отправилась на митинги в Москву. Наджия была очень активный человек. Вы знаете, она вот столько у нее энергии было, она так была миллетча в этом отношении. Работа, которая проходила в Москве в 1987 году, благодаря таким людям активным, у нас была успешной. О нас заговорили, о нас стали писать. В 1988 году, вернувшись в Крым, Наджия Филимонова поставила перед собой амбициозную задачу – популяризировать крымско-татарское вокальное искусство на родине. Ансамбль «Эбедиет» может считать своим началом 2000 год, потому что именно в этом году мы стали набирать неравнодушных учителей, заметьте, учителей, это был взрослый коллектив, которые согласились петь в этом коллективе. А потом к учителям стали прибавляться дети. Ее ученики – призеры всех крымских международных фестивалей и конкурсов. Она стремилась раскрыть талант каждого подопечного, всегда была требовательна к себе и к окружающим, добиваясь высокого качества исполнения народных песен. Она жила своей работой, своей профессией, своими детьми. Дети – это даже детище, это ансамбль «Эбедиет». Очень бы хотелось, чтобы эти дети в дальнейшем продолжали ее путь и несли в народ народную песню, чтобы наша культура не умирала и не останавливалась. И это было ее как главной целью. Для меня этот вечер очень знаменателен. Почему? Я вот смотрю, я вижу очень много людей, среди них есть друзья, среди них есть сподвижники. Но это просто наш народ, понимаете, крымско-татарский. Сегодня дело талантливого руководителя продолжают его ученики. На вечере памяти прозвучали народные песни в исполнении ансамбля «Эбедиет». Даже после того, как не стало Наджия Hoca, мы все равно с ансамблем, который стал для нас за все это время нашей второй семьей, пытаемся через ее песни, через все то, чему она нас учила, прославлять ее имя. Она была не просто учителем для нас, она была нашей мамой. Наджия Hoca вкладывала в нас не только вокал, артистизм, не только обучала нас, но и в первую очередь она учала нас быть человечными, быть справедливыми. Для меня это на самом деле огромнейшая честь, и я постараюсь сделать все, чтобы этот ансамбль прослужил вечность.